Сегодня день российской печати. Более 50 лет отдал журналистике Владимир Жебет. Почти половину из них он посвятил работе в советской Чувашии, был также редактором газеты «Ульяновец» и книги «Память», доцентом факультета журналистики Чувашского госуниверситета и научным сотрудником филиала РГСУ. О самых запоминающихся людях, командировках и вехах в карьере Владимир Алексеевич рассказал Наталье Егоровой. Какой журналист не мечтает написать книгу? Однако не у всех это получается. Владимиру Алексеевичу удалось издать 4. Одна из них – это сборник стихов «Березовая лукошка», есть учебное пособие и воспоминания о рабочих буднях газетчика. Писать Владимир Жебет начал еще в школе, продолжил в армии. 4 года он отслужил на Балтийском флоте. Стишки пописывал, назывались «Корабельный поэт». Творческая жилка все же пересилила тягу к морю. Владимир Алексеевич поступил на факультет журналистики Ленинградского госуниверситета, а по окончании по распределению попал в Чувашию. Причем сам редактор советской Чувашии, тогда это был Матвей Семенов, приехал за новоиспеченными журналистами в северную столицу. Одним из приглашенных в республику стал Владимир Жебет. Первый вопрос, последний я ему задал: как чуваши относятся к русским? И как он ответил? Он сказал: очень хорошо, нормально, никаких проблем нет. В чем я за 52 года убедился. Без знания языка он стал своим в Чувашии. Хотя первая командировка в район могла бы стать проблемой. Герои статьи были не сильны в русском, но настоящий журналист найдет выход из любой ситуации. За много лет работы Владимир Жебет объездил всю республику. Ярче всего вспоминаются сложные поездки на преодоление. Как-то в 30-градусный мороз довелось ему оказаться в Яльчикском районе. Дороги занесены, и мы с первым секретарем райкома, мы с ним в санях, по 30 мороз, на лошади, в санях, по сугробам, 3 километра, около 30 от Яльчик до колхоза «Слава». Ему удалось пообщаться со многими интересными и знаменитыми личностями. Самое сложное в этом деле – уговорить на интервью. Одним из самых запомнившихся собеседников стал чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Когда провел я с ним интервью, он сказал: вот давно у меня никто так интервью не брал, что говорил о деле. Тогда же у них с Каспаровым были всякие скандалы, и все в основном об этих скандалах. А я о скандале только задел, когда у вас будет следующий матч с Каспаровым. 27 лет Владимир Алексеевич трудился в советской Чувашии. Годы работы в газете он вспоминает с теплотой. Но нужно было двигаться дальше. Потом была газета «Ульяновец». Также он обучал студентов в Чувашском госуниверситете. Кстати, первый выпуск факультета журналистики – его ученики. Владимир Жебет редактировал книгу «Память» и был научным сотрудником РГСУ. Сейчас он уже на пенсии, но по-прежнему в курсе всех мировых событий. Отслеживает новости, в том числе и в интернете. Кстати, фамилию Жебет в журналистской профессии продолжают делать известной один из сыновей Владимира Алексеевича, его невестка и внучка. Наталья Егорова, Екатерина Ингалакова. Вести Чувашия.